Доброго сегодня, здесь и сейчас доброго вам, потому что у нас нет уже вчера, нет уже еще пока завтра, есть только здесь и сейчас и сегодня. Мы проводим телемост с 9 сентября этого года, значит, традиционно с понедельника по пятницу. Приглашайте друзей своих. Почему? Потому что здесь можно будет и задать вопрос, но каждый день мы разбираем какую-то конкретную тему, связанную с мышлением. Мышление бедное и мышление богатое. Мы не говорим, что бедных людей и богатых людей. Почему? Потому что иногда даже и богатый человек много терял. Как мы уже с вами разбирали, что бедные вот из практики ничего не теряли, а вот у них просто, ну, просто такое состояние. И это не хороший человек, не плохой. Все люди хорошие, но вот результаты разные у людей. И сегодня мы начнем с того, что я еще раз скажу, это мы проводим в рамках нашего степ-брейфинга и Международной общественной благотворительной организации. То есть это не личное только пространство, это прежде всего пространство Международной общественной организации благотворительное единство. Вот. И что я хотела бы здесь добавить для вас. Brave Business и новая стратегия, да, у нас есть. Это площадка наша, нашей команды, новая стратегия Brave Business. Рассказывать сегодня про Brave Business мы не будем, но благодаря тому, что мы изучаем все-таки мышление, чтобы мы понимали и были осознанными людьми, эмоционально здоровыми. Прошу, пожалуйста, когда заходите, друзья, выключайте микрофончик свой, чтобы вы не делали помеху, потому что у нас запись идет. Так, и сегодня я начну нашу встречу с того, что же такое наши МЭЦ-программы, а дальше мы пойдем в тему обвинения нехватка опыта. Вот это будет у нас так вот увязано. Почему? Потому что у нас в чате МЭЦ сегодня Светлана Лопина, она отправила вам предложение, и вы знаете, вот я интенсивы проводила, я всегда просила: запиши голосом то, что ты делаешь, да, запиши своим голосом, чтобы ты еще слышал. Не нравится тебе по какой-то причине твой голос, перезапиши снова, и еще раз снова перезапиши, и таким образом ты себя шлифуешь. Так вот, мы пространство, где мы делаем зрелые эмоции, раз, и второе, благодаря тем знаниям, которые мы получаем. Нам необходимо сейчас понять, чем же уникальны программы МЭЦ и что они делают. Вот это задание в чате МЭЦ и в WhatsApp У дала. меня ничего не слышно. Очень хорошо, что не слышно. У всех остальных слышно. Перезайдите. Значит, чем уникальны программы МЭЦ? Дала задание в чате МЭЦ. Сегодня Лопина Светлана Викторовна, она дала для того, чтобы каждый записал себе этот текст, чтобы мы не мычали перед людьми, а именно человеку четко могли объяснить, что это такое. Итак, чем уникальны программы МЭЦ и что они делают? Они пробуждают и раскрывают внутренние резервы организма на клеточном уровне. Понимаете, что мы состоим из клеток. Мы энергоинформационные создания. Программы продлевают жизнь, омолаживают организм, восстанавливают здоровый сон с нормализацией всех процессов в организме, запускают заложенные в человеке природные механизмы самоочищения, самоисцеления, самовосстановления и всего организма. Программы устраняют причину заболеваний, а не их следствия и симптомы. Восстанавливают энергетику, создают защиту от энергоинформационного воздействия, выводят из организма радиацию, шлаки, яды и токсины, восстанавливают репродуктивную систему человека, избавляют от мочеполовых заболеваний, убирают болевые симптомы женщинам при их особенных днях и восстанавливают потенцию мужчин. Решают на энергетическом уровне личные проблемы и проблемы взаимоотношений. Способствуют более быстрому восстановлению организма после травм, хирургических операций, ранений и поврежденные просто органы в силу возрастных изменений. Пробуждают и очищают энергетические центры и каналы,
Мы состоим из энергоцентров, и если вы ходили когда-нибудь или видели где-то, что биорезонансная диагностика или еще какая-то диагностика, или вообще что-то делаем в больнице с помощью приборов, то вот это свечение – это наша энергия. И это отрицать мы не можем. Дальше. В программах системно используют тета-исцеление, эффекты бинауральных ритмов, генерируемых самим мозгом. То есть у нас, получается, соединяется два полушария, левое и правое, и этим самым вот этим моментом у нас возникает озарение, и сам мозг вырабатывает свои природные естественные ритмы, которые начинают, ну, в общем-то, восстанавливать организм. Значит, заложены также аффирмации целительного порядка, нейроакустические модуляции, технологии тройной модуляции. Возможно, какие-то слова для вас новые, но вы потом можете это расшифровать. Вот, в которых интегрированы цветомузыкальные композиции с построением фракталов. Совместно эти эффекты используются только в наших МЭЦ-программах. Они повышают частоту вибраций кристалла разума человека, обучают правильной медитации, усиливают интуицию человека, способствуют достижению духовного просветления и открывают творческие способности и таланты. Итак, про программы я уже сказала, и сейчас мы с вами разберем тему обвинения и нехватки, потому что мышление бедного и мышление богатое. Что значит у нас, как эпиграф к этой теме будет: не почитай деньги ни больше, ни меньше, чем они того стоят. Это хороший слуга и плохой господин. Обратите внимание, что деньги – это хороший слуга и плохой господин. Когда мы нарушаем вот одну из заповедей «не сотвори себе кумира», то мы часто деньги делаем кумиром, и чтобы развенчать вот это кумирство наше, нам даются такие условия, что мы теряем их. А когда мы понимаем, что это мышление, это нужно свое менять, и с помощью программ МЭЦ мы это делаем быстрее, но сейчас мы разберем же, вот какие виды мышления есть в отношении денег. Мы это и разбираем с вами. Бедные люди мыслят категориями. Кто-то зашел такой шумный, молодец, микрофон не выключает. Сейчас я выключу. Вот. Бедные люди мыслят категориями обвинений. Богатые мыслят категориями нехватки опыта, навыков и умений. Что это означает? Давайте мы с вами вот подумаем над этим. Если у бедных что-то не выходит, они всегда находят причину. И в этом обычно виновато государство, мировой кризис, родители виноваты, дети, муж или жена, потому что, видите ли, они родились в бедной семье, например, не за того вышла замуж или не на той женился. В общем, они винят всех и все подряд. То есть вот это обвинение. Мы сегодня, кстати, сделаем мою настройку, пройдем. Называется она «Освобождение от чувства вины и обвинений». И если они открывают бизнес, те, кто с бедным мышлением, то у них не получается раскрутиться, то находится оправдание, время было трудное, денег не хватило, к тому же наступил кризис или перестройка, или еще что-то случилось, а тут и партнеры подвели. Вы понимаете, это все мышление. Это в голове у человека такие программы. В общем, тысячи претензий и обвинений. И если у них не получится один раз, они больше не будут пытаться, не понимая, что нельзя из-за одной неудачи отказываться от своей мечты. Такие люди не знают один важный секрет. Когда вы обвиняете кого-то, вы даете ему власть над собой. То есть мы посылаем, но он главнее, чем я. Он главнее Бога, да? Мы не религиозная организация, но
Понимаете, вот те заповеди, которые существуют, они, ну, исконно нормальные. Не сотвори себе кумира, значит, ну, никто не выше Бога, да, вот. И тогда получается, не строй из себя Бога. Вот когда мы строим из себя Бога, тогда у нас что? Это синдром Бога. Это у нас гордыня возникает. Тут же нас хардык на ничтожество кидает. Это синдром у нас чего получается? Синдром самозванца, прокрастинация. То есть возникает, я способен, но я свои способности не проявляю. И вот такие люди, они, как я уже сказала, с бедным мышлением, они обвиняют кого-то, дают над собой власть, их мнение важнее становится, чем твое, ты веру в себя теряешь, вот, и тогда их сознание будет занято ненужными мыслями. Человек тогда начинает думать об этом человеке как о виновнике своих неудач. Понимаете? И если обвините государство, то получится то же самое. Станете ненавидеть его за свои беды. Но от этого ничего не изменится. То есть вы понимаете, вы в треугольнике Карпмана. Мы с вами как-то разбирали треугольник Карпмана. Если нужна будет еще такая встреча, мы еще ее проведем. Что это за треугольник Карпмана? Это в трех углах. Один, значит, угол – это жертва, в другой – спасатель, и в третьем – агрессор. Соответственно, если же вы обвините мужа или жену, то начинаете критиковать его характер, его поведение, то просто испортите отношения с ним. Вот мы берем кого-то и начинаем обвинять, и мы испортим отношения с этим человеком. Вот любого человека, не то что мужа, жену, а мы берем вот партнера, например, своего, которого мы пригласили, он зарегистрировался, ну ты для чего-то же его позвал, объяснил ему, или для чего-то его сердце потянуло сюда, именно в нашу организацию. А мы начинаем его критиковать, он какой-то не такой, вот, и он тоже, отношения портятся с ним, не сохранится ничего. Это все именно мышление человека. И отслеживайте себя, диагностируйте. Вот если обвините мужа, начнете критиковать его характер, поведение, то просто испортите отношения с ним, начнутся ссоры, конфликты, и в конечном итоге ни к чему хорошему это не приводит. И никогда не обвиняйте никого, вообще никого и не себя. И давайте посмотрим, как же в таком случае поступают успешные, богатые люди. На богатое мышление посмотрим. Они мыслят категориями нехватки опыта, навыков и умений. Если у них что-то не получается, они никого не винят. Богатое мышление, они говорят так: если у меня что-то не получается, значит причина в том, что мне не хватает навыков и умений. Мне нужно совершенствовать свое мастерство. Богатые никого не обвиняют, и даже если у детей что-то не получилось, они не станут ругать их, а просто скажут: ты не сделал, потому что не знал, как правильно сделать. Вот, может, знаете, метод Хосе Сильва, он на слуху должен быть, практически все его слышали и знали. А вы знаете, что Хосе Сильва, у него было 9 детей, они были двоечники. Именно эта причина побудила его. Что ж делать? Все дети, они-то родные, там, по-моему, 9 было, вдруг я что-то ошибаюсь, и все плохо учились. И он придумал метод, именно вот это дало ему что сделать. Он, когда дети засыпали, он читал книги, он читал им учебники, и на диво они уже спали, а он им читал к спящим. И на диво он вот это как раз раскрыл, вот все вот эти тета, бета, альфа, вот эти все волны, что у нас мозг имеет несколько, ну, то есть его двинуло в науку, и он открыл метод. Понимаете? Те же ученые – это тоже люди, но они что-то больше знают и что-то больше открывают. И если мы не знаем, это только наша причина и наше решение не знать. Тогда, если получается, вот с богатым мышлением человек говорит: ты не сделал потому, что не знал, как правильно сделать. Если подвел его партнер,
Он не будет ссориться с ним и ненавидеть его. Наоборот, поможет партнеру справиться с ситуацией и остаться достойным человеком в глазах близких ему людей. То есть, что такое, еще раз смотрите, два таких слова, гордость и гордыня, мы путаем их. Гордыня– это сестра зависти, а гордость– это сестра мудрости. Если человек сам достойный человек, он не заинтересован кого-то и достоинство свое не теряет, да, он не заинтересован кого-то унижать, он не заинтересован кому-то завидовать. Вы понимаете, все это опять мышление. Он способен на то, чтобы рядом с ним росли люди или человек, но не делает из человека какое-то ничтожество, что ты не способен что-то. Вот если кто-то кого-то критикует, это значит, ну, сразу побойтесь это делать. Побойтесь, пожалуйста, перестаньте это делать, отслеживайте, диагностируйте. И значит, как они говорят с богатым мышлением, вот если с партнером что-то не так, они говорят, знаешь, ты мой друг, и я хочу, чтобы ты знал, что я тебя ни в чем не виню. Но если будешь совершенствовать вот этот свой опыт, да, приобретать новые знания, у тебя все может получиться. То есть это поддержка, это рост. И это наша задача освоить вот эти навыки. Зачем мы разбираем мышление? Чтобы вы, продиагностировав себя, ну, раньше вы об этом, может, не задумывались. Тем более мы живем в такой период, ну, всепоглощающий наш мозг лишней информации, которая вообще, может, нам 100 лет никогда не нужна, и не сейчас, и никогда не будет. Потому что если включилась смартфон или айфон, у кого-то включился, и ты хлопаешь несколько часов, слушаешь неизвестно что. Фоном включив телевизор, который лопатит непонятно что, а мозг все это впитывает. Тогда что в ваших мозгах? Я не говорю, что до того было, а что вот сейчас, если вы осознанно начнете гигиену мозга, гигиену души своей соблюдать. Гигиену души мы с помощью наших именно программ МЭД делаем, да. Вот об этом вот во вторник проводила прямо обширно про программы МЭД, рассказывала, можете еще раз пересмотреть. Кто-то хотел, и я хотела за полчаса рассказать, но там такая глубина программ, о них не расскажешь за полчаса. А вот когда я приходила сюда, пришла я 2 февраля, как и другие, кто пришли, нам хотелось узнать, а что там в программах? Не эмоции, которые там что-то, ой, там так хорошо, а кто-то не верит на эмоции, кому-то надо факт. А что это? А как с этим? Понимаете? Для этого мы же вот эти вот и проводим и наши встречи, чтобы расширилось сознание, чтобы человек понял, что здесь у нас если раньше была привычка, что с тебя что-то хотели, здесь ничего нет, кого не хотят. Здесь у нас рекомендательный вид бизнеса, да, Brave Business, степ-брейфинг и Brave Business рекомендательные. Мы никого сюда на канате не затянули, никого здесь не привязали. Человек должен сам осознанно понимать, что мы живем в время катастрофы мировой. И катастрофа мировая не только там аполитическая, это нас может не касаться, тем более не касается, мы не политики. Вот, мы не священники, нас тоже не касается, что там происходит. А вот нас касается, по какой мы земле ходим, что с землей происходит, что с природой происходит, и как это влияет на нас, и почему мы такие еще низкочастотные, что у нас есть какие-то заболевания. Если у нас есть заболевания, значит, мы низкочастотные. Так как в 1987 году поменялась решетка планеты Земля, и частота Шумана– это дыхание планеты, она тоже живая, была 7,8 испокон веков до этого года, а потом она стала сильно меняться, и уже на сегодняшний день от 45 до 95, в 2026 году до 200 будет. А мы не в резонансе с этим, а нам надо подтянуться. Вот эти программы, с которых я сегодня начала, они нас подтягивают. И тогда, если мы это, например, не знаем с нашим мышлением, ну, надо знать, надо начинать изучать. И вот те, кто с богатым мышлением, они никогда никого не обвиняют, наоборот, стараются помочь людям стать лучше.
не делают человека лучше, а человек, ты не можешь сделать человека лучше, если он сам этого не хочет, да? Тогда ведь когда мы оканчиваем, например, среднюю школу, мы все когда-то учились в школе, перед нами открывался огромный неизведанный мир. Но никто не учил нас тому, как добиваться целей, преодолевать препятствия. И каждый из нас поступает так, как умеет. Потому что когда мы школу заканчивали, нас учили формулам, нас учили стихотворениям, мы там читали писателей, историю и всякое такое, да, понимаете? Но вот как добиваться целей, нас этому не учили. Как, встретившись с препятствиями, сохранить свою человечность. И вот нам никто не говорил, что надо делать, чтобы стать успешным, и каждый просто по незнанию на свое усмотрение делает. Ну, делает так, как может, как, ну, все вот это вот методом проб и ошибок. Многим людям бывает очень трудно пережить тяжелые периоды своей жизни. Они впадают в депрессию и перестают бороться. Не у каждого человека хватает сил, нервов пережить неудачу и предпринять вторую попытку. Большинство отказывается от своей мечты только потому, что не верят в ее достижимость. Иногда находясь буквально в шаге от нее. Вот говорят, победа приходит за 5 минут до поражения. Или за 5 минут до смерти можно начать жить сначала. И вот эти люди по незнанию, они остаются бедными, потому что, потерпев первую неудачу, думают примерно так: у меня все равно ничего не получится. Лучше и не пытаться, это не мое. А человек с мышлением богатым после первого поражения говорит себе: ничего, трудности неизбежны. Без них не обойтись, просто у меня не хватало опыта. Надо все обдумать и начать снова. Они не винят других и не винят себя, а просто анализируют ситуацию. Они, например, говорят: у меня не получилось только по одной причине, не хватало навыков и умений. Мне нужно поднять свой профессиональный уровень, приобрести необходимые знания, а потом предпринять вторую попытку. То есть снова перезагрузиться, можно сказать, набраться того опыта, который необходим, и начать. Это все равно, что учиться ездить на велосипеде с первого раза. Вряд ли кто-то сразу поедет, да? Но не надо отказываться от своей мечты, если вы упали при первой поездке. Поднимайтесь и продолжайте снова. Как ребенок учился, как малыш учился ходить. Если бы он один раз упал и уже не пошел, мы же когда-то этому научились. И потому не надо бросать свой бизнес, если не все пойдет так, как хочется. Запомните, любой труд окупается. Ведь жизнь устроена по принципу справедливости. И рано или поздно ваши усилия будут вознаграждены. Не бывает труда без оплаты. И вы должны верить в это, потому что вера помогает нам жить. Никогда не надо останавливаться, если кому-то не понравилась ваша идея или вас не поддержали друзья или даже родные. Доказывайте, объясняйте, но если вас все равно не понимают, не теряйте время, идите дальше, оставьте это. Идите дальше. Значит, для чего-то этот человек, ну, скажем, не услышал, может быть, там столько у него таких проблем, которые вам не под силам было бы решить, а он бы их нагрузил на вас. Слушайте свое сердце. Если оно говорит «надо сделать», значит, делайте, как бы тяжело ни было. Итак, мы будем подводить сейчас итог. Почему? Потому что, ну, по этой теме вы понимаете, что если наше мышление играет такую глобальную роль в нашей жизни, мы просто в эту сторону так не смотрели, значит, нам что надо менять? Только мышление. И обязательно, как вы помните, мы пишем с вами тетрадь благодарности у нас есть, да, и тетрадь наблюдений за собой. Наблюдайте, когда вы прорабатываетесь с программами, да, какие у вас изменения происходят во время, если вы не запомнили, что во время того, что с вами происходило, итог какой вы, осознание какое-то, отмечайте.
Сосредоточьтесь больше на себе. Это не эгоизм, это крайняя необходимость на сегодняшний день. И если у вас что-то не получается, не пытайтесь искать оправдания. Их всегда можно найти, но не вините других. Это вам точно не поможет, а лишь усугубит ситуацию, потому что, возложив вину на кого-то, вы перестаете действовать. Дальше. Лучше приобретайте новые знания. Вместе с ними у вас появятся новые идеи, новые возможности. Не вините и себя, если не все сразу идет так, как вам хотелось бы. Не опускайте руки. Не бросайте свою мечту только потому, что никто вам не помогает. Всегда сами вдохновляйте себя, будьте для себя опорой, одобряйте себя, даже если вы сделали не так. Одобряйте себя именно с такой позиции, что молодец, что я большой молодец или я большая молодец. Я хорошо освоил способность именно вот эту, что я хотя бы вижу теперь, как надо делать не так, а по-иному. Это уже полдела, когда вы обнаружили, что прекратить делать какие-то ошибки, прекратить применять какие-то привычки, которые деструктивные. Ничего страшного, если все говорят, ты не сможешь, у тебя ничего не получится. Но это не страшно, если вы сами себе скажете «я смогу». То есть вам кто-то говорит: «А, ерундой занимайся, куда-то там попал, люди не разбираются». Ну что вы, подумайте, уже в марте будет 27 лет, но сейчас полных 26, даже с половиной большей, да? Э, Степ-брейфинг и брейв-бизнес, которые в 2000 году в Женеве на мировом конкурсе на лучший вид бизнеса заняли первое место. И это не хайповская какая-то, не пирамидосик какой-то, не еще что-то. И вот здесь, получается, кто-то, не разобравшись, да и вы сами, может, не все разобрали, может говорить вам: да, занимаешься какой-то ерундой, у тебя куда ты полез или куда ты полезла. А вы скажите себе, ну, это их мнение, да, им не говорите, вы себе, их мнение. А я, значит, что получается? Я смогу, я справлюсь. Тогда иногда что-то не получается, как мы хотим, потому что нам не хватает навыков и умений. Вот это я точно вам говорю. Когда у нас есть навык и умение, то, чем мы занимаемся, давайте простое, не о бизнесе. Если мы не умеем, вот ребенок не умеет ходить, да, у него нет навыка ходить. И он пытается, падает, поднимается, падает, поднимается, а потом встал, ты его не догонишь, он будет бегать. Тогда навык это всегда и умение обретается. Вспоминайте, знание и понимание – это разные вещи. Знания мы можем знать, но ничего не делать. Если мы делаем, получается навык. И всегда говорите себе: этому я могу научиться. Я доработаю свой план, усовершенствую свои навыки и попробую снова. И помните, больше всех в вашей помощи нуждаетесь вы сами. Не кто-то другой, а вы сами. Вы у себя на первом месте для себя. Итак, мои хорошие, сейчас мы сделаем практику с вами, а затем мы с вами еще просто вот эту тему, которую мы сейчас, мышление наше, мы ее еще разберем. У кого-то какие-то инсайты. Отметьте для себя, что навык проявлять себя, навык рассказать немножко о себе – это ничего не страшно, это важно и ценно. И это важно не подслушивать, как кто-то говорит, а вам сказать о том, какое ваше мнение, какие вы сделали открытия, инсайты. Инсайт – это озарение какое-то, какое-то прояснение. Вы не смотрели с этой стороны. Итак, сейчас мы сделаем с вами практику.